Значит, обратите внимание, фраза «стереть с лица земли» в данном военном контексте не означает, как у Чингисхана или Саргона, я зашел в город, этих жителей его уничтожил, стены срыл, землю засеял солью. Она означает, Сталин приготовил немцам ловушку, город, будут сражаться за каждый квартал посреди разведенных мостов и взорванных мостов на Хантерке и Мойке, надо будет баррикады, 4000 огневых точек, немцы сказали, а мы поступим по-другому. Мы будем город уничтожать артиллерией и авиацией, сотрем с лица земли, а население такое есть, пусть бежит на восток. Еще раз, на самом деле, то, что писал Соломин, даже не помню, потому что дело обстояло еще хуже. Я рекомендую вам статью Александра «Власти город», в котором приведены еще более потрясающие цифры, в котором, например, приведена цитата из начальника «Дорога жизни» Нефедова, который в самые страшные дни блокадного Голодомора записывал. 10 декабря 1941 года. Бензин – острая проблема. 11 декабря. Сплошной подвоз бензина. 22 декабря. Лимитирует горючее. Первый день. Положение с горючим снова стало очень острым, парк стоит. То есть в один вечер, 15 декабря 1941 года, на трассе от Ладожского озера стояли 120 машин из-за отсутствия горючего. Обратите внимание, начальник «Дороги жизни» напишет, что машины бомбят, что дорога приемлема. Просто потому, что нет бензина. Просто потому, что продовольствие не привозят, хотя, вот как в Ростове сейчас мы завезли хлеб. И вот другой пример. В ноябре-декабре 1941 года в среднем за сутки через Ладогу, напомню, что при страшном морозе Ладогу жизненно перевозили 361 тонну груза. 31 марта через ту же Ладогу 1942 года перевезли 6400